Приветствую тебя, родная республика! В эфире нашего телеканала заряженная на хорошее настроение «Студия 11». Как всегда, в обойме у нас подготовлены сюжеты, которые помогут вам увидеть что-то новое, познакомиться с интересными людьми и даже послушать хорошую музыку. Поехали! Время играть. Как правильно использовать школьную перемену. Мода народа. Известный блогер решил рассказать про наряды предков. Северное волшебство. Наблюдаем яркие переливы за полярным кругом. Перемена между уроками не повод бездельничать или унывать со скуки. Есть возможность поиграть с пользой для ума. И это не создаст для него дополнительного напряжения, а наоборот поможет снять напряжение от учебы. Ведь смена деятельности для наших серых клеточек только на пользу. Книга, газета, журнал. Вот так, небольшой компанией, выполняя очередное задание, эти лицеисты и не замечают, как пролетает время на перемене. Сегодня такие уютные уголки чаще всего в библиотеках есть во многих школах республики. Здесь тихо и спокойно. За игрой можно обсудить оценки за четверть и другие учебные вопросы. Но зачастую игра так затягивает, что мысли только об одном – как победить. Впрочем, для победы совсем не обязательно нужна тишина. Поиграть можно и в шумном коридоре. Пока одни спешат в столовую, другие продумывают следующий ход. Настольные игры – досуг для любого человека. Никто не откажется провести партию с интересным противником. Тем более игра помогает развивать умственные способности и не особо отвлекаться от учебного процесса. Играя в шахматы, играйте в шахматы. В юношеской библиотеке республики своя игротека появилась уже давно. Настольные игры обновляют здесь постоянно. Конечно, у читателей есть свои фавориты, проверенные временем экономические битвы. К нам приходят ребята как поиграть в настольные игры, которые есть в репертуаре юношеской библиотеки, так и приходят со своими играми. Даже некоторые игры они разрабатывают сами. В принципе, это очень хороший интеллектуальный досуг для молодежи, для детей и для семей. Они стараются прийти к нам в выходной день целыми семьями. Мамы, папы играют в настольные игры, головоломки, которых у нас тоже очень много. Можно собирать большие компании и приходить к нам. Пик популярности настольных игр пришелся на период карантинов. Так закрытые дома семьи хоть как-то могли разнообразить свой досуг. Потом дети вернулись в школу и принесли с собой это увлечение. Во время игры ребенок развивает внимание, логику, память, воображение, образное мышление, развивается навык чтения и счета. Настольные игры рассчитаны на несколько человек, а значит, это всегда командная работа и то самое живое общение, которого не хватает современному цифровому поколению детей. Известный этноблогер Генрих Немчинов совместно с Институтом народного единства выиграли грант на создание цикла роликов, посвященных национальным костюмам коми. Согласитесь, интересно узнать, как и во что одевались наши предки. Может быть, даже понять значение некоторых узоров или орнаментов. Сегодня Генрих в нашей студии. Генрих, привет! Привет, Андрей. Как пришла вот идея поучаствовать в этом гранте? Идея поучаствовать в гранте именно с одеждой пришла директору нашего центра, это Василина Чупрова. Потом выиграли грант, началась реализация. Ты ее поддержал, да, вот эту идею? Да, поддержал. Мне эта идея тоже приходила, но я ни с кем не делился. Генрих, а вот кто выделил вам грант? Грант нам дал глава Республики Коми совместно с Министерством развития экономики и промышленности. Сколько уже сюжетов вы отсняли? Работа у нас уже идет, мы сняли все сюжеты, потихоньку монтирую. То, что смонтировано, все выкладываю. Сейчас уже выложено 2 ролика. Это костюмы Привузского района и Ижемского района. То, что носили раньше, то, что носят сейчас. Ролики можно посмотреть на моем канале Генрих Немчинов. Также они по соцсетям выложены тоже в ВКонтакте. В общем, можно найти. Легко ли идут жители нашей республики на контакт? Вот легко ли можно их там записать, пообщаться с ними? Все ли соглашаются? Да, сейчас уже есть некая известность, поэтому люди идут больше, лучше, записываются, сами даже рассказывают истории. Я знаю, что вот ты создаешь хороший продукт, да, вот эти ролики. Сколько вот по времени у тебя уходит, сколько по времени ты вот занимаешься вот этим делом? Например, на один ролик? На один ролик, например, если по гранту говорить, мы его сняли за 1 день, смонтировал за 2 недели.
Получается, что неделя и день. Кто помогает тебе в этой работе? Вот команда, хотел сказать. Наша команда — это кураторы из каждого района, то есть у нас Привузский, Ижемский и Ударский район. В каждом районе есть куратор, который уже договаривается с людьми, чтобы мы ехали не просто так, не впустую. Уже люди как бы подготовленные. Еще Василина и я как оператор. У нас еще есть дизайнер, потому что мы не только делаем ролики, но и разрабатываем свою одежду. Вроде бы носки будут и какие-то блокноты, потому что после того, как будет готово все 9 роликов, мы пойдем по 50 школ, обойдем это в районах и в городе, будем рассказывать им о нашей культуре, показывать некоторые ролики и дарить подарки. Генрих, насколько вот глубоко будет погружение при работе над роликом про каждый наряд? Да, это будет довольно глубоко, то есть каждый сможет узнать подробно, почему так одевались, как правильно одеться, как неправильно даже, какие узоры, что они обозначают, какой материал, то есть все это есть в нашем сюжете, в структуре ролика. Сколько районов вы уже отсняли и сколько еще предстоит? Мы отсняли 3 района: Ижемский, Ударский, Привузский. И все. Это у нас и есть в гранте, так написано, 3 района. Еще раз повторим, вы пойдете по школам, да? Да. Будете рассказывать. А еще какие-то вот планы есть вот с этим проектом? С этим проектом... Может, где-то выступить там на России? На России это у нас нет таких планов. Обычно как бывает? Кто-то увидит, кто-то заметит, возьмет, и мы уже выступаем на Россию. Будет здорово, если увидят. Да, выступим, конечно. Генрих, большое спасибо, что пришел к нам в гости в студию 11. Желаю тебе творческих побед и удачи. Спасибо. Если говорить о красотах Севера, нельзя не вспомнить про те, которые дарит северное небо. Это безумно красивое и волшебное буйство красок, которые переливаются в северном сиянии. Вот кадры от наших друзей по полярному кругу – мурманчан. Это просто шедевр. Тем временем мы подошли к середине выпуска. Продолжим нашу телепрогулку сразу после короткого перерыва. Оставайтесь с нами. В эфире студия 11. Не переключайтесь, и тогда узнаете кое-что интересное. Искусство владения шашкой. Пробуем фланкировку. История церквей и духовенства Коми-края. Новая книга презентована в столице Коми. Наша Ванесса Мэй, скрипачка из Сыктывкара, порадовала новым клипом. Недавно американский эксперт по сну Нарван Амини предложил простые упражнения для борьбы с храпом. Страдающим от него Амини советует прибегнуть к миофункциональной терапии, которая развивает мышцы гортани. Для этого нужно регулярно делать 5 упражнений. Первое требует повторять вслух звуки А, Е, И, О, У. Это необходимо делать по 3 минуты несколько раз в день. Для следующего упражнения придется в течение 3 минут водить кончиком языка по верхним зубам. Третье упражнение требует сложить губы трубочкой на 30 секунд. Во время 4-го упражнения нужно на 30 секунд сдвинуть нижнюю челюсть вправо, а затем еще на 30 секунд влево. Для последнего следует поднять кончик языка к небу, а затем передвинуть его как можно ближе к горлу. Это необходимо повторить 20 раз. Эксперт рекомендует при храпе стараться спать не на спине, а на боку. Также побольше пить и принимать горячий душ. Поскольку одной из причин храпа может быть избыточный вес, следует подумать и о похудении. Так что, друзья, позаботьтесь о качестве своего сна.
Виртуозное владение холодным оружием издавна считается искусством и удивляет зрителей. Любой человек придет в восторг, когда на его глазах начнут выписывать круги и пируэты шашкой, ножом, саблей. А именно так выглядит фланкировка, казачий танец, поражающий воображение. Сам же термин известен в основном лишь тем, кто знаком с казачьей шашкой. Тем интереснее узнать об этом искусстве. Отправляемся в Эжву. Начинаем раскручивать. Работаем, раскручиваем ее. Четкий контроль за своими движениями, понимание того, куда и как движется твой снаряд каждую секунду. Упражнения с казачьей шашкой, без сомнения, вызывают восхищение. Фланкировка, прежде всего, это гимнастика, это пластика, это координация движения. Это просто красиво. Это работа с длинноклинковым оружием, это боевой сегмент. Поэтому любой модуль фланкировки это вышел из боевого сегмента. Мы используем казачьи шашки, то есть, вернее, макеты казачьих шашек. На таких занятиях безопасность прежде всего, поэтому дистанция друг от друга не менее 2-3 метров. К оружию, пусть и не боевому, не допускают без предварительной подготовки. Перед тем, как зайти на работу конкретно с длинноклинковым оружием, конкретно шашкой, то есть сначала курс общей физической подготовки, это размяться, чтобы не потянуть себя, ни какую-то травму не нести, разогреться. К слову, начать работу с шашкой можно уже с раннего возраста. Есть прецеденты. Кристина и Женя занимаются фланкировкой уже 5 лет. Руки разбивают. Легче руки не бьются. К тому же у этого занятия есть и оздоровительный эффект. За счет большого количества импульсивных и силовых движений происходит снятие мышечных блоков. За счет технической сложности кистевых движений развиваются связки и мышцы от пальцев рук до мышц спины и торса. Круговые, скручивающие движения корпусом оказывают массажный эффект на внутренние органы и даже на обмен веществ. Если заниматься с упорством, то можно и посоревноваться. 3 года подряд мы проводили как тренировочные семинары, так и, в общем-то, сами соревнования. Были приурочены совместно, вернее, с казачьим таким праздником Шермицы, где мы провели и соревнования по конкретной фланкировке, получали призы, шашки. В общем, ребята у нас получали, как с Ухты приезжали, с Сосногорска, так и наши здесь Сыктывкара, Эжвы. Мы были довольны, в общем-то, результатами и подарками. В отличие от занятий в спортзале, работа шашкой не надоедает. Это увлекательно. Продолжительность тренировки чаще всего ограничивается утомляемостью мышц. При этом фланкировка очень необычное и редкое занятие. Наверняка мало кто из ваших знакомых или коллег по работе знает, что это такое. А красивая работа шашкой всегда вызывает восхищение. Накануне Дня собора Коми Святых в Сыктывкаре вышла книга «История церквей и духовенства Коми края». Авторы известные в Коми краеведы. Как создавалась книга, мы узнали у ее соавтора Надежды Фадеевой. Надежда Валентиновна, скажите, когда и как пришла идея написания такой книги? Идея написания книги пришла недавно, но этому предшествовала большая работа. У нас в Сыктывкаре замечательная женщина живет, Малыхина Анна Георгиевна. И она в течение многих лет собирала архивы по священникам и по церквям нашего Коми края. В прошлое лето она мне предложила написать вот на основе собранного ее материала книгу. Дело в том, что какой-то опыт написания брошюр по моей родословной у меня уже есть. Я выпустила 4 брошюры по своим предкам, и потому такое предложение от нее поступило. Чтобы написать такую книгу, несомненно, нужно работать с историческими источниками. Скажите, какой исторический период охвачен в книге и как долго, собственно, вы занимались изучением архивов? Занималась изучением архивов Анна Георгиевна. Она обращалась в Национальный архив, там клеровые ведомости, реевистские сказки. И она много общалась с семьями священников. У Анны Георгиевны Малыхиной в роду священники Спасские и Бронниковы. И она была погружена в эту среду священников и много общалась с родственниками других священников. Поэтому у нее накоплен богатый материал по этой сфере деятельности. И вот, как нам известно, большая часть книги посвящена как раз судьбам священников Республики Коми. Большая часть книги посвящена
церквям. На 21 год у нас была реорганизация Северо-Запада, и потому из уездов Уссурийского и реорганизации Яринского и Архангельского уездов произошло коми-автономия. И по предложению Анны Георгиевны книга составлена из вот этих вот 3 уездов, потому что священники меняли свои места службы, их перемещали часто, и чтобы вот сделать полностью охват священников, большая часть книги посвящена по поселениям. Довольно интересная история про дело о священной дружине. Вот расскажите об этом. Дело священной дружины, оно самое громкое, самое массовое у нас в республике. В 1937 году по надуманным предлогам было арестовано и расстреляно 13 человек. Это были и священники, и местное население. И информация о всех 13 людях, которые были расстреляны по делу священной дружины, ее, в общем-то, не везде можно найти. И потому мы решили биографии этих 13 человек дать в этой книге. Чем интересна и чем уникальна данная книга? Почему ее стоит прочитать и подрастающему поколению, уже взрослым людям? Это наша история. Это наша культура. И священники и церкви много дали нашей стране. И отношение власть имущих не всегда было справедливым по отношению и к церквям, и к священникам. Можно вспомнить перепись населения 1936 года. Значит, во время этой переписи задавался вопрос: верите ли вы в Бога? Большая часть населения ответили «да». Эта перепись была признана недействительной. Через 2 года эту перепись повторили, этого вопроса уже не было. И печально, но тем не менее, наша республика до Великой Отечественной войны первая отчиталась, что у нас нет ни церквей, ни служащих священников. Были откровенные репрессии, жесткие. Священников репрессировали, их сажали, ссылали, а церкви разрушали. Поэтому эту часть нашей общей биографии, истории нашей страны, конечно, стоит знать. И всех наших телезрителей интересует наверняка, где же можно найти эту книгу, где можно ее приобрести. Эту книгу можно приобрести в нашей Кирольской церкви. Ориентир военкомат, рядышком улица Заводская, 21. Она там идет в продаже. Спасибо, Надежда Валентиновна. Думаю, читателей у данного издания будет еще больше. Спасибо. Ну вот, почти и все. Осталась вишенка на торте. И ею станет прекрасное музыкальное произведение в исполнении талантливого молодого музыканта Инессы Янаки из Сыктывкара. Слушаем и наслаждаемся.
Друзья, и на этом у нас все. Мы отправляемся на поиски новых героев и сюжетов. Желаем трудовых подвигов и адекватной зарплаты за них. До встречи в эфире. Пока!